Надія приїхала у Білорусь з України. Яна каже, вибір Брестської клініки був метанакіраваним. Необхідну медицинську допомогу у родній країні дівчині не змогли оказати. Медицинська допомога тут для мене на вищому рівні. Знайомі розказали, що тут проводяться такі операції. У нас на Україні таких операцій не проводять. У нас тільки від рідних можна зробити трансплантацію. А тут є більш великий шанс на життя. Высокотехнологичные операции на нирках и страводе, пересадки роговицы, шунтирование сердца и сосуду, эндопротезирование суставов. У Брестской областной больницы только в минулом году необходную допомогу отримали каля 400 замежных пациентов. Серед них жихари СНД, США, Италии и інших країн. В прошедшем году у нас приоритет будет в экспорте медицинских услуг на те уникальные операции, которых, может быть, где-то нету в Белоруссии. Например, такие операции, как шунтирование желудка, которые позволяют снизить вес пациента. Это эндоскопическая операция на щитовидной железе, которые позволяют без большого разреза на шее удалять часть железы щитовидной или всю железу. Такие операции делаются активно именно у нас, в областной больнице. Высокая квалификация специалистов и новое обсталяванне – это то, что дозволяет оказать медицинскую допомогу хутко и якостно на уровне мировых клиник. У нас есть перспективные наработки в области хирургии кишечника, эндоскопической хирургии кишечника, в области эндоскопии желудочно-кишечного тракта, удаления малых и начальных опухолей внутрипросветно в пищеводе, в желудке, двенадцатиперстной кишке и толстом кишечнике. Нарабатываются методики очень хорошие в сосудистой хирургии, в нейрохирургии. Весь мир имеет тенденцию к развитию малоинвазивных технологий, и мы не отстаем от мира, естественно, и стараемся быть в ногу со временем. У бюджет в области экспорт медицинских послуг только в минулом году принес больше за 1 миллион 150 тысяч долларов. Гэтыя сродки у тым ліку накіроўваюцца и на модернизацию медицинских установ. Брестские медики предоставляют жадаючым и великий перелік диагностичных послуг. Развитию туризма с приставкой «мед», спадзяюцца ўрачы, может поспрыять и 10-дневный безвизовый режим. Иностранец, приехавший с каким-то туристическим визитом, приехал, соответственно, к своим родственникам, может быть, даже к друзьям, чтобы в течение суток двое-трое он мог обследоваться, да и получить какую-то малую помощь, если это небольшие операции. Мы хотели бы, конечно, организовать на уровне областной больницы такой логистический центр. Зараз разглядаецца пытанне аб міжнароднай акрэдытацыі Брэсцкай абласной больніцы, што дазволіць зрабіць медыцыну в обласці яшчэ больш запатрабаванай па-за межамі нашай краіны. Еўгенія Мароз, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».